Детская школа искусств города Шымкент была открыта в 1980 году как школа нового типа. В школе 3 основных отделения – музыкальное, художественное и хореографическое, классика и спортивно-бальные танцы. В школе, где занимаются около 1000 детей и преподают 72 педагога, обучение ведется на казахском и русском языках. Ежегодно более 1500 учащихся становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов. По окончании школы выпускникам выдается свидетельство государственного образца. Детская школа искусств относится к системе дополнительного образования. Но дополнительное образование детей в настоящее время рассматривается как наравне с основным образованием. Мы даем детям начальное профессиональное образование в области искусства, а также прививаем духовные ценности, чувство патриотизма, воспитываем будущих граждан Республики Казахстан. Детская школа искусств, конечно, учреждение такое культурного плана. Дети любят выступать. Родители с удовольствием смотрят, как дети выступают. Ну и, конечно же, наша школа ведет большую концертную работу, концертно-просветительскую работу. Это прежде всего выступления перед учащимися общеобразовательных школ, выступления в детских садах. Также мы тесно сотрудничаем и с национальными культурными центрами. Нашу школу, благодаря стараниям наших педагогов, родителей, нашу школу знают уже. Это очень приятно. В нашу школу стремятся попасть. Хорошие наборы мы делаем. Но запись ведется в конце августа. Вот сейчас как раз стоят столы и подходят, записываются родители, оставляют документы. А запись ведется через систему Миндаль, как и во всех школах. Стены школы украшены творческими работами ребят, учащихся художественного отделения. Все дипломные работы выпускников остаются в школе, не только как свидетельство сдачи экзамена, но и как яркое украшение, которое долгое время напоминает педагогам о том, какие талантливые и способные дети выпорхнули когда-то из-под их заботливого учительского крыла. Художественным отделением работаю в детской школе искусств с 2012 года. Уже 13 лет, уже как 2 года я являюсь заведующим отделением. В эту школу я пришел сразу после окончания университета. Уже с порога я понял, что я здесь буду работать. Почему? Потому что вся школа была наполнена творчеством, добротой. С одной стороны играют, с другой рисуют, с третьей танцуют. И я сразу решил, что это мое место. На нашем отделении учатся около 140 учеников. Каждый год мы участвуем в различных конкурсах. В этом году, например, учебном году, у нас было около 150 лауреатов, которые участвовали в более 40 конкурсов. Есть дети, которые обучаются у нас в подготовительном классе, это с 5 до 9, и уже с 10 до 18 у нас уже в старших классах. Обязательно у них есть защита дипломных работ, после чего им выдается уже свидетельство об окончании. На художественном отделении обучают композиции, рисунку, живописи, скульптуре, дизайну и компьютерной графике. На музыкальном отделении детской школы искусств работают 45 педагогов. Ребята обучаются здесь искусству вокала, а также игре на таких инструментах, как домбра, кобыз, скрипка, гитара, флейта, саксофон и фортепиано. Учащийся школы искусств Давид Шим с детства мечтал стать музыкантом. Сейчас мальчик умело совмещает школу, спортивные секции и занятия музыкой, обучаясь на музыкальном отделении по классу фортепиано. Музыка – это для меня вот что-то живое, интересное, то, что дает тебе много чего, как возможностей дает. Она развивает твою моторику рук, развивает память, вот это все дает. И когда вот играешь, ты можешь
включить воображение, и ты понимаешь, что ты играешь, для чего ты играешь. Рисование я ходил, но мне было это неинтересно. Там много красок, вот это все есть, но это не для меня. Танцевать, я смотрел, но я не умею танцевать, поэтому не стал ходить. Мы стараемся, допустим, утром, если получится, если у меня, допустим, нету ничего, ни секции, ничего, я могу утром поиграть 3 часа. Вот это завтрак, обед, и в школу, и приходишь вечером после школы, допустим, если много домашнего задания нету, я могу сделать уроки и сразу пойти играть на пианино. Потому что у меня есть тоже домашнее задание по музыке, я иду и делать домашку. Если же есть секции, только вечером. Я принимал участие в конкурсе в 2023 году «Юный музыкант» и стал лауреатом. И в детстве вроде тоже я много где участвовал. Педагог музыкального отделения Светлана Клунная работает в школе искусств более 30 лет. Она рассказала нам о своих учениках, о выпускниках и о том, что в целом дает детям музыка. То, что у нас начальное музыкальное образование, да, мы даем детям всем возможность приобщиться к этому искусству, да, игры на фортепиано. Раньше, если бы это, сколько лет назад, конечно, процент детей был больше, которые выбирали профессию музыканта как специальность, как свою профессию дальнейшую. На сегодняшний день таких детей меньше. Но если такие дети есть, они, конечно, отличаются уже от общей массы, и они более устремленные, более направленные. И, конечно, здесь работа идет такая усиленная. Но если так сказать, что у нас, в общем-то, каждый год с музыкального отделения обязательно есть дети, которые поступают. Я беру все музыкальное отделение, не только пианистов. У нас с музыкального отделения каждый год поступающие дети. У нас следующая ступенька идет музыкальный колледж, а дальше уже консерватория. Поэтому есть у нас уже преподаватели, которые прошли весь этот путь после консерватории и уже у нас работают. Так что у нас хорошая такая преемственность. Но родители, конечно, молодцы, те, которые понимают, что ребенка нужно обучать помимо общеобразовательной школы, еще нужно обучать искусству. Вообще это не цель, чтобы ребенок выбрал эту профессию. Вообще-то это изначально не должно быть так. То есть ребенок получает мощнейшее развитие, обучаясь искусству, любому искусству. Это мощнейшее развитие. И здесь ребенок... Он не только интеллектуально становится выше на голову, да, от своих сверстников, и он как личность развивается, потому что у нас задействованы чувства, эмоции. То есть ребенок развивается еще в этом направлении. Поэтому это очень важно для развития. Поэтому, если родитель думает, мой ребенок там способный или не способный, нет, пусть они приходят, и они уже в течение, допустим, 2-3 лет, они могут уже определиться дальше, что ему больше нравится, в музыке дальше идти или выбрать какой вид искусства. То есть начинать надо всем. Я считаю, что начинать надо всем. Маленьким детям, чем где-то 5-6 лет, если дети приходят, начинать надо всем, а дальше уже будет выбор. Поэтому вначале пусть родители не боятся, пусть приходят, приводят своих детей. Обучение в детской школе искусств города Шымкент, которая продолжает набор детей дошкольного и школьного возрастов, поможет вашим детям развить творческое мышление, эмоциональный интеллект, мелкую моторику и усидчивость. Профессиональные педагоги помогут вашему ребенку, научат его познавать мир, выражать свои чувства, развивать воображение и находить оригинальные идеи, что в конечном итоге положительно влияет на успеваемость в школе и личностное становление.